Посетили наш клуб более 20 тысяч человек за эти годы. Вот. И у нас очень много хороших, добрых людей, которые посещают. Петрович мне рассказал, здесь что к вам ездит, да? Да, он любит, Регулярно, кстати. Он очень любит оружие, и нам очень приятно, что он бывает Добрый у нас. день. Далее Сергея Еренко ознакомили с оружейным арсеналом, показали место для тренировок. В клубе 5 галерей. Это самая маленькая, мы ее называем дуэльной галереей. Здесь стоят наши самодельные установочки, бенчи, на которых стрелки обычно работают. Остальные все галереи... Самодельные сами? Да, они самодельные. У нас все оборудование, за исключением... за исключением нет нового оборудования, оно все самодельное, сделано с душой, своими руками. На базе стрелкового клуба уже прошли подготовку более 1500 граждан. Что входит в программу? Это тактика взаимодействия. В основном учим работать в малых группах, там 3-5 человек в основном. У вас пока все галереи построены не на движение, да? Они все с огневого рубежа. Нет, Вы можете мы перестраивать перестраиваем, под у нас движение, есть укрытие, у нас есть соответствующие турниры проводим. Просто Все в работу в динамике. группе, да, надо сделать лабиринт. Я думал, так никогда в жизни не бывает. Огромное вам спасибо. Абхазский государственный, общественный, военный деятель Аля Савицба рассказал Сергею Владиленовичу о проделанной работе организации «Молодая Абхазия», а также о деятельности других новых общественных организаций. Взаимодействие молодежных организаций. «Молодая Абхазия», знакомая вам организация, это флагманский наш проект. И «Молодая Абхазия» является создателем некой экосистемы молодежной. Соответственно, она в тесном взаимодействии с Абхазским корпусом молодых спасателей. Это тоже новая общественная организация. Партнер студенческого корпуса Так спасателей точно, российского. так точно. Центр стрелковых прикладных технологий – это то место, где мы сейчас находимся. Здесь будет их офис, здесь будут они базироваться. И все, что касается экстремальных видов спорта, дронов, робототехники и тому подобное, это уже общественная организация будет обучать подрастающее поколение. И здесь указаны до конца года вот те флагманские наши проекты, которые будут запущены. Молодежный форум – это наш старт, я чуть позже про него скажу. Абхазия, Родина героев – это проект, который будет длиться весь год. Соответственно, лидер молодежи. Проект «Ащата» в переводе на русский – это основа. Вот. Апсора, понятно, да? Наука и творчество и социальный актив. Все эти проекты, они до конца года будут реализованы. Просьба сориентировать нас, с кем бы «Молодая Абхазия» из молодежных объединений Российской Федерации могла бы подписать соглашение о взаимодействии. Будем тоже помощи. Мне кажется, что понятная история. У вас центр воин, да? Дальше молодежка Народного фронта. Ну и, наверное, молодая гвардия Единой России. Вот три молодежные организации, с которыми имеет смысл выстроить взаимодействие. Да? Отлично. Да, ну и студенческий корпус спасателей. Да? Там, где спасательная организация, то есть 4 получается. По итогам встречи было принято решение внедрять курсы по военной и боевой подготовке среди учащихся старших классов. Адис Сагаря, Ахрамичба, Абхазское телевидение.